24 марта 2005 года, в день революции, я была избита в отчим доме. Как? 24 марта 2005 года происходит первая революция Кыргызской республики, да? И в тот день было совершено вооруженное нападение, порядка, такое очень большое количество предпринимателей, на них напали в тот день. Это вот когда мародерства еще были. Это параллельно мародерство, это когда Бакиевы пришли к власти. И вот получается, 24 марта мой папа, моих родителей нет, моего папы, мамы нет дома, я дома. Я так поняла, вот в тот момент к нам на наш дом напали. И мы жили как раз на пересечении улицы, многие, вот кто отца знает, они знают, в центре города, в частном секторе. И буквально собаку нашу усыпили, я не знаю, да, вот вы представьте, в один момент я слышу шум, это вот двухэтажный дом двухуровневый, открываются ворота, и такой топот мужской в такой обуви, да, я на втором этаже. Меня буквально за волосы стаскивает вниз со второго этажа. Там, в общем, это, да. Это группа? Это группа вооруженных мужчин. А папа, он у меня предприниматель, он меня учил: никогда, если в случае ограбления, нападения, никогда не смотри в глаза. Потому что тот, кто нападает, он в сильном стрессе, и он будет думать, что ты его запомнишь. И он тебя убьет. Со страху, что ты его знаешь. И я вот помню только, я даже не поднимала голову, я помню только ноги. Голос и ноги. Вот меня спускают, и по какой-то глупости у нас там на первом этаже, это он же предприниматель, у него хранились документы, маленькая комнатка такая была открыта без дверей, там сейф, 2 сейфа, видимо, они подумали, что там деньги, открывают сейф, а там все, что моя мама там для 3 дочерей в наследство хранила, эти украшения какие-то вот эти для да, девочкам, и документы. Вот они меня заставили открыть сейф, вытащить все это, положить в мешки. Они с готовыми мешками пришли. Все это я туда погрузила. И, в общем, пока, видимо, я там что-то там сопротивлялась, спускалась, меня ударили пистолетом по голове. Они были вооружены. А в доме кроме вас никого не было? Я была одна. И, видимо, в какой-то момент я уже, когда отключалась, меня потащили на улицу. Вы знаете, кто мне спас жизнь? Мародеры. Мародеры в каком смысле? Вот эта большая группа людей, большая масса людей, которая шла по Горького в сторону Народного, и когда вот эти люди, там стоял на улице этот белый Мерседес, который я видела до того, как вот что-то они там целый день... Они хотели стащить машину, затащить? Нет. В смысле, да, когда выходили. Но я думаю, они моего отца искали. И меня выволакивали на улицу, и вот эта группа, она просто их спугнула, и кто-то, видимо, там стоял вот снаружи, и меня бросили там. Меня обнаружила моя тетя, которая приехала, зная, что родителей нет дома, ворота были открыты, я там в отключке, без сознания. Естественно, выгляжу соответствующим образом. Вот. И вот, так сказать, вот этот еще один момент. После этого отец сказал, что как-то мне нужно восстановиться там, психологически. Я пробовала с психологом. Я очень долго не могла сидеть. И я до сих пор... Почему, когда я зашла сюда, я спросила, где я буду сидеть? У меня очень-очень много лет я не могу сидеть спиной к дверям. Не могла. Сейчас, наверное, это уже полегче. Я должна видеть двери. Это где-то вот такой глубокий стресс случился. Вот. И очень долго в моей комнате были шторы задернутые, закрытые. Я боялась оставаться одна. Очень-очень много таких моментов, которые я прорабатывала, и плюс смерть папы я прорабатывала с психологом, психотерапевтом. Там были и успокоительные, да,
Но потом в какой-то момент я пришла к тому, почему я и говорю, да, посмотреть страхом в лицо. И этот метод погружения внутрь себя, но имеется в виду разговор с самим собой, очень важен. Мгм. Никто извне не поможет вам ни от чего излечиться, только вы сами с собой должны говорить. И внутренняя сила, она, потенциал огромный, она внутри нас, он внутри нас. Поэтому, наверное, я вышла из этого состояния, из этих перманентных стрессов, страхов и комплексов только путем того, что я научилась смотреть в зеркало и разговаривать сама с собой. Обсудить это самой, что сколько бы это ни продолжалось, пока ты не посмотришь этим страхом в лицо, ты от этого не излечишься. Поэтому была ли психотерапия? Да, и не 1 год.